Все, не то нажал. Всем добрый день, уважаемые коллеги, участники. Вкратце о данном мероприятии. Сегодняшнее мероприятие будет посвящено нашим предпринимателям, деньги для бизнеса. На самом деле мы ожидали больше участников со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства, но мы все понимаем, что люди предприимчивые, люди занятые, да, для них время – это деньги. Поэтому будет запись, и мы его выложим во все публикациях, в YouTube, еще где только возможно, на сайте фонда, да, можете на своих сайтах, кредитных учреждениях, чтобы каждый предприниматель, сидя дома, посмотрел сегодняшнюю трансляцию, поэтому долго мусолить не будем, можно начать уже по выступающим, по презентации именно ваших продуктов, какие предложения на сегодняшний день существуют, какие условия для получения денежных средств в кредиты и взаймы. Наверное, на правах организатора данного мероприятия немножко расскажу про наш фонд вкратце, да, чем мы занимаемся и под какие условия мы работаем. Мы являемся инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по одной деятельности и не только малого и среднего предпринимательства. Фонд работает на рынке 30 лет. На сегодняшний день портфель по микрозайму составляет 1 600 000 000 рублей. По микрозайму какие условия? Мы выдаем микрозаймы до 5 лет, процентная ставка варьируется от 4 до 12% годовых, все зависит от сферы деятельности, все зависит от места регистрации предпринимателей, то есть приоритетные направления, как моногорода, как арктические районы, и народные промыслы, туризм, самозанятые, это приоритетные направления развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Вторая деятельность, которую мы на сегодняшний день курируем, это гарантийная деятельность. На сегодняшний день гарантийный капитал составляет 666 миллионов рублей с мультипликатором там чуть ли не до 3-4 раз. То есть, что это значит? Это когда предприниматели идут как раз нашим коллегам, финансовым учреждениям, кредитным учреждениям, хотят получить большие денежные средства, свыше 5 миллионов, можно и до 5 миллионов, обращаются в кредитное учреждение. Конечно, кредитное учреждение требует залоговое обеспечение. Всегда встречается, что у предпринимателей не хватает залогового обеспечения, тем более по требованию Центрального банка финансовые учреждения делают дисконтирование залогового обеспечения. То есть предприниматель пришел, говорит, мне нужен 10 миллионов, но у меня есть только машина, которая оценивается в 3 миллиона. На 7 миллионов залога нету, но мне нужно 10 миллионов. В этом случае фонд развития предпринимательства может вам предоставить поручительство до 70%, но не более 25 миллионов. То есть мы 7 миллионов, грубо говоря, этого поручительства можем вам закрыть в виде поручительства. Данный инструмент очень хорошо работает на территории Республики Саха-Якутия. В прошлом году мы поручились на 900 с лишним миллионов рублей. При этом бизнес смог взять кредитные средства в кредитных финансовых учреждениях где-то на 2 миллиарда 465 миллионов рублей. Это в совокупности по республике, если взять, 5-6% всего кредитового оборота по республике среди бизнеса. И третье направление – это у нас фонд развития промышленности. Мы поддерживаем обрабатывающую промышленность. Сейчас мы активно работаем над развитием обрабатывающей промышленности на территории Республики Саха-Якутия. Мы понимаем, что это очень сложно, потому что у нас зима долгая, тарифы дорогие. На конечном итоге все это влияет на стоимость того или иного продукта, который обрабатывается и создается. Но тем не менее есть фонд развития промышленности. Там выдаются займы от 5 до 50 миллионов при ставке от 1 до 3% годовых со сроком до 5 лет. Поэтому, скорее всего, третье направление на стадии становления, но мы очень надеемся, что этот проект и это направление в скором времени выстрелит. Поэтому мы тоже тесно хотим работать с нашими большими кредитными учреждениями в части. Сейчас уже проекты идут промипотеки, да, то есть банки выдают промипотеку, выстраивается сооружение, имущество, правительство может
выделяться какие-то земельные участки, может стать резидентами там территории опережающего развития. А мы со своей стороны на приобретение соответствующих оборудований можем выдать вот такие займы. И в Альянсе мы можем добиться больших успехов в сфере обрабатывающей промышленности. Я убежден, что тем более сейчас Россия сворачивает на восток, а мы от востока очень близки, тем более уже начинают там уже железную дорогу строить, поэтому территория республики, я считаю, что это вот будущее для какого-то производства, обрабатывающего производства. Вкратце и так, по всем вопросам можете обратиться по телефонным номерам, набрав ТЮГИСи. Можно войти в сайт Фонда развития предпринимательства Республики Саха-Якутия. Там все контактные номера рабочие, сотовые, WhatsApp-связь. Все есть. Мы находимся на Орджоникидзе 20, на 3-м этаже. Можете физически тоже подойти. По некоторым вопросам, как микрозаймы и гарантийная деятельность, можете обратиться в любом центре «Мой бизнес» на территории Республики Саха-Якутия. Вас там проконсультируют и обязательно свяжут с нами. Все наши сотрудники знают, что если будут вопросы, мы должны обязательно обратную связь давать. Поэтому вкратце по фонду так. Давайте мы начнем уже с презентацией наших кредитных учреждений. Так, займы для субъектов малого и среднего предпринимательства. Слово хотим предоставить Фонду развития города Якутска, Айталине Григорьевне, экономисту, по презентацию, какие меры поддержки на сегодняшний день в городе Якутске оказывает фонд. С фондом мы тоже сотрудничаем в части гарантийной деятельности, и на сегодняшний день у нас там портфель тоже неплохой. Здравствуйте, меня зовут Губина Айталина Григорьевна, экономист Фонда развития городского округа город Якутск. Фонд создан с 2015 года. Всего займов у нас выдано на данный момент 554 миллиона, поддержано 263 проекта. У нас есть такие продукты, как Агроэкспресс, Агробизнес, Агроинвест, Бизнес-старт, Бизнес-доверие, Бизнес-развитие, Бизнес-приоритет. Для субъектов малого предпринимательства у нас есть такие продукты, как бизнес-старт, бизнес-развитие, бизнес-приоритет и доверие. Выдается по ставке, единая ставка 5% сроком до 3 лет. Бизнес-старт – это для начинающих, сумма до 500 тысяч, если зарегистрировано ИП или юридическое лицо от 6 месяцев. Займ должен быть обеспечен залогом или поручительством. Есть такое доверие, тоже от 6 месяцев, займ до 1 миллиона. Поручительство юридического лица. Бизнес-развитие – это уже от года. Регистрация бизнеса, сумма займов до 3 миллионов, и займ должен быть обеспечен залогом и поручительством. Общие требования к заемщикам. Займ должен быть возвратным. Также это целевые деньги, которые нам отчитываются. И также субъект должен быть зарегистрирован в субъекте МСП, не должен подакцизными деятельностью заниматься, таким как табачные, алкогольные продажи, моторные масла. Регистрация должна быть на территории города Якутска, и деятельность должна осуществляться на территории города Якутска. Также допускается налоговая задолженность до 50 тысяч. И допускается убыток до 30%, это на бизнес-развитие продукте. И займ должен быть обеспечен в виде ликвидности залога и поручительством. На что можно взять займ? На приобретение основных средств, такие как здания, помещения, оборудование, техника, автомобили, пополнение оборотных средств, рефинансирование кредитов – это кредиты из кредитных организаций банков, строительство, монтаж и ремонт, оплата аренды и коммунальных платежей. Также можно взять на развитие бизнеса, открытие филиалов, расширение деятельности. Как получить займ от нашего фонда?
Первое, то, что вы подаете заявку и технико-экономическое обоснование в отдел предпринимательства. Это на Ленина 15. Потом координационный совет рассматривает вашу заявку, принимает положительное решение и уже приходите к нам в фонд, где предоставляете полный пакет документов, после чего мы анализируем, смотрим на ваши документы и потом уже выводим на фонд правления. Фонд правления рассматривает и принимает решение о выдаче займа. Какие документы необходимы? Заявка на предоставление микрозайма, паспорт СНИЛ, свидетельство постановления на налоговый учет, ИНН заявителя, копии учредительных документов, технико-экономическое обоснование, либо бизнес-план, документ на место ведения бизнеса, копии бухгалтерской отчетности, формы 1 и 2, копии налоговой декларации с отметкой налоговой организации за предыдущий отчетный период, копия статистического отчета по осуществлению деятельности за последний отчетный период, справка с ФНС об открытии и закрытии счетах, справки с ФНС о положительном состоянии счета ЕНС не более чем за 30 дней, справка с банков по оборотам, судной задолженности и карте номер 2 с открытием расчетного счета, документы по залоге или поручительству и иные документы по запросу фонда. Также в виде поручителя может выступать фонд республики. Оно, как и было ранее сказано, поддерживает до 70%. Вознаграждение – это единоразовая выплата 0,5%. Как рассчитываются эти 0,5%? Например, если вы берете займ на 1 миллион, то 70% это составляет 700 тысяч. 700 тысяч 0,5% от 700 тысяч будет 3500 за год. И если берется на 2 года, то это 7 тысяч. Если на 3, то это 10 500. Это единоразово выплачивается, и это как вознаграждение фонда за их поручительство. Что может быть залогом? Недвижимое – это квартира, дом, также гараж, дача и некоммерческие помещения тоже могут быть. Движимое – это транспортное средство, сельхозтехника, также может быть оборудование, которым пользуется залогополучатель. Также может быть и имущество, которое приобретается за счет микрозайма фонда. У нас нет никаких комиссий и сборов страховых выплат, у нас только 5% годовых. Также вы можете взять 6 месяцев отсрочки от основного долга и выплачивать первые 6 месяцев только проценты, а потом уже как основной долг. Вот идет пример расчета на 500 тысяч, если вы взяли и сделали отсрочку на 6 месяцев. Тогда за 3 года у вас получается переплата 44 788. Также если вы взяли миллион, то получается тоже с отсрочкой, тут расчет идет 89, почти 90 тысяч по процентам будет. Также на 3 миллиона. Можно и без отсрочки сделать то, что вы основной долг начинаете оплачивать сразу, и можете сделать с отсрочкой. Тогда у вас получается переплата чуть больше, когда вы делаете отсрочку. Но чем быстрее вы гасите кредит, тем вы меньше платите за проценты. Как быстро принимается решение? Вначале подается в отдел предпринимательства, это заявка и технико-экономическое обоснование на Ленина 15. И потом в течение 5 дней координационный совет рассматривает вашу заявку и принимает решение о том, что выдать вам или не выдавать. Потом вы приходите к нам в фонд и подаете все документы, которые были ранее сказаны. И мы рассматриваем ваши документы, анализируем их, и потом уже делаем ТО и выносим на правление фонда. Правление фонда рассматривает это, принимает решение, и при положительном решении где-то в течение 10 дней уже выдается займ. Это наши проекты, которые были поддержаны. Мы работаем очень в разных направлениях. Также можно посмотреть, какие есть у нас и агро. Контакты фонда. Мы находимся в LG-центре, LX-центр Орджоникидзе 36, 4-й этаж, кабинет 403-1.
Режим работы у нас с 8:30 до 5:30. У нас есть сайт, где представлены очень конкретно продукты наши. Также у нас есть телеграм-канал, телефон рабочий, который можно найти в 2GIS, и адрес тоже в 2GIS можно найти. Все? Все, да? Спасибо большое, Айталина Григорьевна. Есть вопрос, вот, например, по фонду города Якутска. Это вот предприниматели, которые именно зарегистрированы в городе Якутске, да? Только для них вы и поддержку оказываете. Да. Ага. А есть какие-нибудь приоритетные направления, которые вот поддерживаются именно вашим фондом? Наверное, не все АКВЭДы попадают или как? Все. Все, мы да? всех поддерживаем. Хорошо. А в этом году... У всех 5%, у нас нет разницы. И портфель у вас какой, и в этом году какая докапитализация вот, предусматривается в вашем фонде? Докапитализация в этом году, к сожалению, нам не предусматривает. Портфель 270, по-моему, миллионов. Ага. Но деньги сейчас есть, можете приходить. Свободные средства Свободные есть. средства есть. То есть предприниматели города Якутска могут обратиться не только к кредитным учреждениям, но и вам за получением льготного кредитования. Да. Также рефинансировать свои кредиты. А еще есть продукт рефинансирования. Да. Очень хорошо. Спасибо большое, Айталина Григорьевна. Обязательно наши предприниматели, которые здесь участвуют и будут смотреть в будущем, посмотрят вашу презентацию. Там все понятно, четко понятно и контактные адреса. Ну, давайте мы немножко дальше пойдем и перейдем к банковским уже продуктам. Да? Хотелось бы сейчас предоставить слово Сбер Силиной Екатерине Сергеевне, менеджер направления ПАО Сбербанк, и Майстренко Кристина Евгеньевна, менеджер направления управления продажам малому бизнесу. Ну, вкратце, перед тем, как начать, да, со Сбербанком мы сотрудничаем уже второй год по гарантийной деятельности. И на сегодняшний день преобладающий портфель по предоставлению поручительства у нас как раз-таки поточено под Сбербанком, под как зонтичные продукты. И очень благодарны такому тесному сотрудничеству. На самом деле, если взять средний чек поручительства фонда, да, там не превышает 2,5 миллионов рублей. Все, вам слово. Спасибо. Добрый день, участники круглого стола. Уважаемые предприниматели, позвольте вас поздравить с наступающим праздником, пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в бизнесе и отличного весеннего настроения. Быть предпринимателем – это в первую очередь быть ответственным за свое дело, свой выбор, за свою команду. Малый бизнес вносит неоценимый вклад в развитие экономики республики в целом. Вы создаете интересные проекты, развиваете свой текущий бизнес, открываете новые рабочие места. Наши клиенты – это главная ценность Сбера, и мы заинтересованы в их развитии. Позвольте привести краткую статистику. По итогам 2022 года кредитный портфель малого бизнеса составил более 4 триллионов рублей. Доля кредитования субъектов малого бизнеса на российском рынке по итогам 2022 года составила более 46%. Один из главных приоритетов Сбербанка – это оптимизация процессов, онлайн-кредитование. На сегодняшний день, здесь и сейчас вы можете зайти в Сбербизнес, завести заявку на кредит, и она будет рассмотрена в течение 8 рабочих часов. Будет принято решение, вы подписываете кредитные договора в онлайн-режиме и открывается кредитная линия. Онлайн-кредитование на сегодняшний день у нас занимает более 65% от общего потока всех сделок. У Сбера широкая кредитная линейка, начиная от краткосрочного кредитования, то есть на цели пополнения оборотных средств. Это на закуп товаров, на расширение товарной массы, на погашение текущих транспортных расходов, выплата заработной платы, погашение текущих налогов. Данный кредит предоставляется сроком до 3 лет, при этом предусмотрена отсрочка по погашению основного долга до 3 месяцев с даты заключения кредитного договора. Мы осуществляем кредитование расчетного счета, то есть овердрафт. Срок кредитования до 1 года. Транш составляет 90 дней. Очень выгодные условия. Расчет при этом кредита овердрафтного состоит из оборотов не только по расчетному счету, открытого в Сбере, но и в других кредитных организациях.
Далее контрактное кредитование. Данный продукт интересен для тех предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность по заключенным государственным контрактам в рамках федерального закона и контрактам внутреннего рынка. По данному продукту мы предоставляем кредит до 10 миллионов рублей только лишь под залог имущественных прав. Погашение основного долга осуществляется по окончанию выполнения работ и окончанию действия самого контракта. Если вы решили приобрести коммерческую недвижимость, либо приобрести транспортные средства, торговое, производственное оборудование, мы готовы вас поддержать и предоставить вам инвестиционный кредит сроком до 10 лет. При этом предоставить отсрочку по погашению основного долга до 12 месяцев. Под залог приобретаемых объектов, либо под иной залог, также предусмотрена бланкочасть. В рамках инвестиционного кредита также предусмотрено рефинансирование кредитов сторонних банков под залог, который ранее был предоставлен в стороннем банке. Сбер предоставляет гарантии всевозможного типа. Это тендерные гарантии, гарантии исполнения обязательств по контракту, гарантия возврата авансового платежа, гарантия исполнения гарантийных обязательств, финансовая гарантия, налоговая гарантия, таможенная. До 50 миллионов рублей банковскую гарантию можно оформить без обеспечения, без предоставления финансовой отчетности. Данная гарантия будет рассмотрена в среднем до 8 рабочих часов с момента подачи заявки. Срок банковских гарантий идет до 3 лет, до 2 лет без обеспечения. Активно у нас кредитует и Сберлизинг. Если вы решили обновить свой автопарк, приобрести спецтехнику, наши сотрудники подберут для вас удобный вариант. Рассмотрение заявки также занимает в среднем 8 рабочих часов. Сберлиз кредитует до 7 лет. Часто проводятся акции. Так, на сегодняшний день в подарок нашим заемщикам мы дарим первый год страхования КАСКО. И составляет он для наших заемщиков всего лишь 1000 рублей. Вторая акция, которая действует на сегодняшний день, это отсутствие первоначального взноса. То есть приобретаемая техника полностью идет за счет кредита по лизингу. Мы осуществляем кредитование с поддержкой государства. Так, на сегодняшний день в нашем банке действует программа Минэкономразвития, МЭР, и кредитование происходит под 10-25%. При этом микробизнес мы кредитуем под 11% годовых. В зависимости от целей, на инвестиционные цели данные кредиты предоставляются сроком до 10 лет, на оборотное кредитование до 3 лет. Программа Минсельхоза интересна для сельхозтоваропроизводителей. Кредитование осуществляется до 5% годовых. При этом срок кредита в зависимости также от целей разнится до 10 лет на инвестиционные цели и на оборотные до года. Программа промышленной ипотеки, как ранее было озвучено, также у нас хорошо работает. Интересно, она у нас для предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в сфере промышленности. Мы предоставляем инвестиционные кредиты, и процентная ставка при этом не превышает 3%. Если у вас возникают сложности в структурировании залога, мы активно предоставляем поручительство зонтичного механизма, где поручителем выступает ВЭД. При этом поручительство занимает не более 50% от размера запрашиваемого кредита. Также мы активно работаем с фондом поддержки малого предпринимательства. До 70% от стоимости кредита фонд у нас предоставляет поручительство, рассматривает заявки в течение 2-3 рабочих дней с момента подачи Сбером пакета фонд поддержки малого предпринимательства. Мы принимаем нестандартные решения, очень интересные для наших заемщиков. Мы понимаем, как важно время для наших предпринимателей, так как вы фокусируетесь на своем бизнесе. Здесь и сейчас, зайдя в Сбербанк онлайн, вы можете подать заявку на кредитный потенциал, либо скачать данный QR-код, который выведен на экране, и произвести расчет по всем видам кредита, которые предоставляет на сегодняшний день Сбер. В течение 3 минут вам придет расчет предварительного размера кредита. Это не заявка на кредит, это ваш кредитный потенциал, то есть это предварительный расчет. Далее вы принимаете решение и подаете заявку. При подаче заявки ваш размер кредита также может быть увеличен. У меня все, спасибо. Если есть вопросы, я готова ответить. Спасибо большое. Я думаю, у наших кредитных учреждений, наверное, будут вопросы к Сбербанку. Если есть, прошу задать. Ну, по презентации нам
все понятно, да, я думаю, что наши субъекты малого и среднего предпринимательства тоже быстро поймут. Ну да, действительно, вот мы чувствуем, что Сбербанк поменял свою методику работы субъектом малого и среднего предпринимательства. Заявок очень много, даже в своем кругу многие вот озвучивают, что свой финансовый вопрос решил именно вот со Сбербанком. Поэтому большое спасибо за поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Республики Саха-Якутия. Спасибо. Сбер всегда рядом. Я передаю слово своей коллеге Кристине. Она нам расскажет про очень интересный продукт. Спасибо. Всем добрый день. Хотелось бы заранее поздравить наших предпринимателей с предстоящим праздником, Днем предпринимательства, и немножечко рассказать не только про финансирование, ведь Сбер – это у нас не только финансовый инструмент, мы также являемся огромной экосистемой. Нашим предпринимателям очень важно получать финансовую поддержку от банков, от фондов, но также очень важно правильно выстроить свою структуру работы. И Сбербанк на данный момент может предоставить оптимальные решения для оптимизации всех бизнес-процессов. На данный момент Сбером разработано 6 ОТР-систем для различных сфер деятельности. Каждая из них оформляется непосредственно в Сбербизнесе, наполнение индивидуально для каждого вида деятельности, и система абсолютно бесплатна. Хотелось бы немножко поподробнее вам рассказать про наши основные направления. Первым является Сбербизнес розничная торговля. Сервис управляет всеми бизнес-процессами именно в сфере розничной торговли, показывает аналитику уникальных покупателей, возвращаемость, средний чек, определяет полный портрет покупателя наших клиентов. С помощью данного сервиса можно отслеживать оперативно все изменения основных показателей бизнеса и не тратить на это никакого своего времени. Выглядит это визуально все вот в таком формате. Во-первых, клиент, когда устанавливает себе данную систему, у него появляется аналитика. Спустя 3 месяца пользования торговым эквайрингом клиент видит главное за предыдущие месяцы и главную информацию за текущий месяц. Внизу вы можете наблюдать, что отображается динамика, клиент может понять, положительная она, отрицательная, насколько увеличился средний чек, выручка. Также появляются триггерные рекомендации. Если клиентопоток снижается, а в отрасли наоборот повышается, система даст рекомендации по ведению деятельности. При просмотре отчета по выручке клиенты могут наблюдать полную информацию касательно своих покупателей. Например, то, что клиентами их в основном являются мужчины до 19 лет, что средний чек у них там, в пределах 2000 рублей, а средний чек в отрасли там, 2800. Вся эта информация предоставляется Сбером на основе аналитики по торговому эквайрингу. Можно отследить график возвращаемости своих покупателей, также наблюдать рекомендации по отрасли, конкретно под ваш бизнес, и определить также лучшие сегменты для того, чтобы подобрать оптимальные продукты для реализации. Если вы видите, что основной портрет вашего покупателя – это молодые люди там, до 20 лет, для них требуется определенная категория товаров, и система также даст вам рекомендации, какие товары наиболее предпочтительны. Здесь я подробно разобрала отраслевое решение именно по розничной торговле. Точно такие же решения у нас разработаны для сферы услуг, где клиенты могут вести журнал записи своих клиентов. Этот сервис отлично подойдет для бьюти-сферы, для стоматологии, для всех клиентов, которые ведут какой-либо учет в календаре своих посетителей. Также можно вывести график работы своих специалистов, аналитику за весь период работы. Следующим нашим ОТР-сервисом является ОТР-транспорт. Подавляющее количество предпринимателей именно в Республике Саха-Якутия используют
данный вид ОТР. С помощью него можно отследить все заказы, которые клиент ведет, управлять расчетами. Будет доступно бесплатное приложение для водителей, где они смогут отслеживать аналитику по расходу топлива, опять же, что позволит клиентам сэкономить. Четвертым видом ОТР является ОТР-недвижимость. Он подходит для клиентов, которые тем или иным образом связаны у нас с коммерческой недвижимостью или жилой недвижимостью, которую они сдают в аренду или в субаренду. В данном продукте возможно будет автоматическое выставление счетов за аренду, то есть клиенту не нужно будет готовить договора, система сделает все это за него. Распределение счетов по ЖКУ, создание личного каталога недвижимости, календарь налоговых событий, возможность вести всю управленческую отчетность, и все это будет доступно 24/7 из одного инструмента. Отсутствие ошибок в расчетах является одним из основных критериев успешности в данном продукте. В рамках ОТР ЖКХ мы даем возможность нашим предпринимателям, которые занимаются деятельностью, ведут управляющие компании, ЖКХ, ТСЖ, вести учет всей аналитики по своим жильцам, по своим сотрудникам. Будет доступно для клиента 2 дополнительных приложения мобильных, как для жильцов, так и для сотрудников компании. Например, любой из вас может подключить себе приложение жильца и вводить актуальную информацию по своей квартире, допустим, как физического лица, записывать показания счетчиков, передавать оплату за коммунальные услуги. Также можно будет отправлять какие-то заявки, перегорела лампочка в подъезде, управляющая компания автоматически получает уведомление. И вы в режиме онлайн видите, наблюдаете, как быстро обрабатывается ваша заявка, в течение какого срока она была передана на электрика, через сколько он подъехал, через сколько починил. Это не просто упростит работу для коммунальных наших служб, да, с которыми мы сотрудничаем, а также жителям города даст больше возможностей для поддержания своего жилья в контроле и в отличном состоянии. И самый приоритетный наш ОТР сейчас называется ОТР «Оптовая торговля». Он включает в себя не только тех клиентов, которые занимаются именно оптом, а всех клиентов, которые ведут каким-либо образом свои базы, своих контрагентов, своих покупателей, свои клиентские базы. С помощью ОТР «Оптовая торговля» вы сможете настраивать любые воронки продаж, информировать своих контрагентов о каких-либо изменениях, об актуальных акциях, предложениях, также формировать отчеты по рейтингу своих сотрудников. Это Сбер CRM-система, которая позволяет вам создать из одного единого конструктора доступный для вас и комфортный в использовании инструмент, который будет интегрироваться с любой вашей 1С бухгалтерией, облачной бухгалтерией, с любыми программами, которыми вы уже пользуетесь на данный момент. Она ни в коей мере не заменяет вам бухгалтерскую отчетность, она является дополнительным инструментом контроля. Данный ОТР, он подходит, мне кажется, 95% видам деятельности, которые у нас работают в республике. Неважно, производство, услуги, какая-либо торговля, для всех данный продукт будет актуален. Данные продукты все сейчас Сбербанк реализует бесплатно. Они работают в рамках уже готового Сбербизнес онлайна, куда клиент может дополнительно интегрировать любую из этих систем и сэкономить себе деньги, время и, опять же, работать с комфортом. Если какие-то вопросы у вас есть по данным продуктам, готова ответить. Наверное, всем будет интересно. Есть 2 вопроса. Первый, на сегодняшний день, сколько предпринимателей пользуются? Это первый вопрос. И второй вопрос, какие приоритеты, которые вы сейчас рассказали для предпринимателей, да, выгода, например, вы же, Сбербанк является держателем большой базы данных, да, то есть своя экосистема, то есть вы, наверное, знаете, где я плачу, где что покупаю, да, сколько раз, возможно, даже по каким маршрутам езжу, да, на самом деле выгода для наших предпринимателей.
имея вот, купив или ну, вот, подключившиеся данные Сбер CRM-системе, они могут ли воспользоваться услугами Сбербанка по рекламе, например, или там распространению своих продуктов, да? То есть Сбербанк это сможет, но есть ли такая услуга? Приоритеты, какие-то льготы, чтобы отправлять и масштабировать вот свой бизнес? Отличные вопросы. Давайте начнем по порядку. На первый вопрос отвечу. Подключений действительно много. Ежемесячно мы подключаем порядка 350 новых клиентов на различные ОТР-системы. Большой популярностью у нас пользуется ОТР розничная торговля, потому что он подходит для всех клиентов, у которых установлен торговый эквайринг. Всегда приятно зайти в свой Сбербизнес и увидеть уже готовую аналитику, которую сделали за вас. Активно у нас также продвигается ОТР оптовая торговля в рамках CRM-системы и ОТР транспорт. Сейчас действуем в направлении ОТР ЖКХ, пытаясь подключить наши управляющие компании, потому что система действительно полезна. По продвижению в рамках ОТР розничная торговля, ОТР транспорт и ОТР недвижимость у нас есть прекрасный сервис, который называется Best Place. В рамках данного сервиса, как вы и сказали, Сбербанк показывает всю аналитику транспортной инфраструктуры, всю аналитику средних чеков в районе. Если ваш потенциальный клиент, который планирует кредитоваться, хочет брать кредит, например, на приобретение новой торговой точки, он может воспользоваться данным сервисом и подобрать себе район, не просто приблизительно понимая окупаемость, какая у него будет в этом районе, а понимая четко средний чек, количество конкурентов в данном районе, какой сегмент клиентов наиболее предпочтителен в этом районе и подойдет ли его направление именно для данной территории. Также система покажет ему проходимость данного места, количество транспортных развязок, которые присутствуют там. То есть все это можно будет наблюдать онлайн. Как думаете, поможет это сэкономить клиенту? Тут надо эти свои предпринимательские способности развивать не надо, да? Да, Главная конечно. идея и вперед, да? Система уже давно интегрирована, она сейчас активно развивается именно на территории города Якутска. Если в центральных регионах она прям максимально уже дополнена, сейчас в рамках нашего города мы постоянно обновляем информацию касательно районов. Весь центр сейчас охвачен, поэтому я думаю, это все-таки позволит нашим клиентам сэкономить. Все, спасибо большое. Все, спасибо большое за внимание. Да, давайте пойдем дальше. Сейчас мы перейдем уже к финансовым организациям. Да. Хотелось бы слово предоставить Алмаз Кредит Сервису Сергею и Татьяне Ивановне. Ну и дополнит, наверное, Торговкин Владислав Владимирович. Расскажет о своих продуктах. На самом деле Алмаз Кредит Сервис тоже является одним из хороших финансовых институтов. В одно время, когда мало кредитовалось, ну, малые и средние, ну вот микро и малые кредитование было чуть-чуть немножко заторможено, да, в нашем городе, АКС начали активно кредитовать. Поэтому у них даже портфель, наверное, является очень крупным среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Так что вот давайте повнимательнее послушаем. Многие наши предприниматели воспользовались услугами данного кооператива. Добрый день, дорогие присутствующие. Меня зовут Сергеева Татьяна, представляю Алмаз Кредит Сервис. Во-первых, хочу всех поздравить с наступающим праздником предпринимателя и хотелось бы рассказать немножко о нашем кооперативе. Алмаз Кредит Сервис вот уже на протяжении 18 лет является надежным финансовым партнером наших жителей нашей республики. Ну, не только жителей физических лиц, но и предпринимателей. Так, с момента основания Алмаз Кредит Сервис помог в общей сложности на сумму более 25 миллиардов рублей. На сегодняшний день нашими бизнес-пайщиками являются более 100 предпринимателей нашей республики. Если вы задаетесь вопросом, чем же выгодно сотрудничать с Алмаз Кредит Сервис, то можно сказать, что у нас
индивидуальный подход к каждому клиенту. То есть мы можем подобрать под любой запрос займ и предоставить индивидуальный график платежей, также возможность расплачиваться по займу по удобству для клиента. Так, что является важным для бизнеса? Это, конечно же, время и скорость. На нашем примере можем рассказать, что мы можем рассмотреть заявку в течение 1 дня, в зависимости от того, по предоставлению документов. Если максимально полностью предоставлены документы, рассмотрение у нас занимает 1 рабочий день. Также подбираем для клиента более подходящие условия, то есть в основном это вопросы по основному долгу, по оплате основного долга. Можем делать отсрочку платежа в зависимости от потребностей и специфики бизнеса клиента. Также у нас есть досрочное погашение в любое время, то есть по желанию клиента, без никаких штрафов, санкций, то есть и комиссий. Клиентам больше всего нравится то, что у нас есть прозрачные условия договоров и нет скрытых комиссий. Для бизнес-заемщиков есть разные виды программ, которые мы можем подобрать по желанию клиента, по цели. То есть это может быть на пополнение оборотных средств, на развитие бизнеса, также на исполнение контрактов. Также у нас есть еще программа экспресс-бизнес займов, которые идут на ускоренном рассмотрении и по минимальному пакету документов. Там уже суммы максимум до 5 миллионов можем оформить по данной программе и сроком до 1 года. Наши бизнес-клиенты введено много социальных объектов с помощью нашей финансовой поддержки. Это такие, как садики открылись, также онкодиспансер у нас строится. Также по программе переселения ветхого жилья построено 15 200 квадратных метров жилой площади. Так, давайте на примере рассмотрим 5 миллионов бизнес-займа на 12 месяцев. Мы можем, как уже ранее говорила, можем сделать индивидуальный график, то есть распределение номинала и процентов. Здесь у нас дифференцированный платеж рассмотрен, то есть стандартный, но по желанию клиента мы можем сделать индивидуальный график. Так, если посмотреть на 12 месяцев, 5 миллионов, то ежемесячный платеж у нас варьируется, потому что у нас платеж дифференцированный. Это переплата у нас составляет всего 11%. Также можно рассмотреть и 10 миллионов, но тут, в принципе, то же самое, но как бы сумма побольше. Благодарю за внимание. Если есть какие-то вопросы, обращайтесь. Ага. Да, дифференцированные. Но это уже на рассмотрение клиента, то есть мы можем оформить и дифференцированный, и аннуитетный платеж. Спасибо большое, Татьяна Ивановна. На самом деле, действительно, все-таки ставка месячных, 1,7, 1,8, месячных, но все равно оно пользуется популярностью, вот среди кредитных учреждений. Это вопрос на засыпку, наверное, почему предприниматели пользуются, охотно идут к таким предпринимателям. Я считаю, что это дело в скорости, наверное. Да, дело в скорости. В целом. И у нас контрактная система в республике, наверное, и по России, наверное, выстроена как-то сложно, что контракты берут, а потом бегут искать деньги, чтобы как-то хотя бы первый этап закрыть, чтобы получить аванс. Поэтому, наверное, очень много предприятий, которые в строительной сфере пользуются услугами АКС, и наш фонд тоже поручается именно в части залогового обеспечения. Поэтому много социальных объектов с помощью денежных средств Алмаз Кредит Сервиса тоже строится. Поэтому большое вам спасибо. Спасибо. Будем дальше сотрудничать. Давайте мы пойдем дальше, перейдем к нашим банковским продуктам. И слово хотим предоставить одному из крупных банков, ВТБ, Ирине Анатольевне Мишкеновой, заместитель управляющего по корпоративному бизнесу.
У нас выступает Апрасимов Роман Евгеньевич, главный менеджер отдела по работе с корпоративными клиентами. Добрый день, уважаемые коллеги, участники круглого стола. Хотел изначально поздравить вас с предстоящим Днем предпринимательства Российской Федерации и разрешите начать представление нашего банка. Что касается основных продуктов для вашего бизнеса, банк ВТБ представляет широкий спектр различных инструментов для вашего бизнеса, но основными все-таки являются расчетно-кассовое обслуживание, кредиты, гарантии, оплата по QR, это сейчас очень актуально на данный момент, эквайринг и депозиты. Расчетное кассовое обслуживание. Сейчас чуть-чуть слишком короткое. Основными преимуществами являются полностью бесплатное открытие расчетного счета. Также предусмотрено открытие расчетного счета в юанях и в другой валюте. Предоставление расчетного корпоративной карты, она может быть нескольких видов: виртуальной, так и премиальной и физической. Перевод с расчетного счета на карты физлиц полностью тоже без комиссии, бесплатно. И в рамках расчетного счета входят небанковские сервисы Юрист24 и конструктор документов, тоже подключается бесплатно. К ним это не банковские сервисы, к ним вернемся чуть позже. Хотел заострить основное внимание на кредитовании. Банк ВТБ активно участвует во всех государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса в рамках кредитования. Основными являются программы кредитования 1764. Цели данного кредитования – это пополнение оборотных средств и инвестиционные цели, то есть приобретение недвижимости, имущества, спецтехники и другое. Процентная ставка от 9,5 до 10,5. Ставка варьируется в зависимости от срока и суммы кредитования. Хотел еще немножко рассказать про программу Минсельхоз 1528 при поддержке Министерства сельского хозяйства, так как в Республике Саха-Якутия очень активно ведется сельское хозяйство. Ставка от 1 до 5%, минимальная сумма от 850 тысяч рублей. Тоже есть несколько форм кредитования, пополнения оборотных средств. Инвестиционный. Сроки вы видите в раздаточных материалах, которые раздали до презентации. Также мы предоставляем экспресс-кредиты. Это экспресс-кредиты, вкратце, это если вам нужно прям срочно на сегодня определенная сумма, вы можете в течение 5 минут получить их через банк-клиент, либо через визит в офис банка. Кредит на пополнение оборотных средств. Кредит на пополнение оборотных средств сроком до 3 лет. Можем предоставить несколько видов, несколько форм кредитования. Это разовая сумма, возобновляемая кредитная линия и невозобновляемая кредитная линия. Инвестиционные кредиты. Цель на приобретение недвижимости, строительство и ремонт. Сроком до 10 лет. Ставка от 12%. По данным кредитам предусматривается залог. Также принимаем гарантийное обеспечение от фонда, который нам организовал эту замечательную встречу. Экспресс-гарантии. Что такое экспресс-гарантии? Банк ВТБ представляет гарантии, это скорее всего касается для тех, кто участвует в государственных тендерах по 44 ФЗ, 223 и по постановлению 615. Экспресс-гарантию можно получить полностью удаленно через банк-клиент, либо через сайт ВТБ. Решение принимается в течение 2 часов, то есть после подачи заявки. Эквайринг – это подойдет больше для розничной и для услуг. Ставки по терминалу от 2%. Также мы принимаем оплату по СПБ. Это сейчас очень актуально в связи с тем, что многие зарубежные фирмы ушли с российского рынка, как Apple Pay, Samsung Pay. И не всегда бывает с собой карта, но есть возможность оплатить по QR. Преимущество этого продукта в том, что там очень снижена комиссия 0,4, и деньги зачисляются на расчетный счет в течение 15 минут. То есть вы сможете прям видеть их сразу.
Депозиты. По депозитам есть разного вида депозиты, универсальные, с возможностью досрочного расторжения, с возможностью частичного пополнения, неснижаемый остаток, овернайт. Все зависит от ваших потребностей и сроков, и сумм. Все ваши предпочтения будут рассмотрены в индивидуальном порядке в зависимости от ваших потребностей. Банк ВТБ развивается как и в банковской сфере, так и не в банковских сервисах. Разрешите немножко рассказать вам про наши небанковские сервисы, которые более на сегодняшний день очень актуальны в нашем банке. Это Юрист24. Юрист24 представляет из себя это полностью дистанционное юридическое сопровождение по вопросам касаемо вашего бизнеса, также по личным вопросам. К вам будет присвоен ваш индивидуальный менеджер, который сможет ответить вам на любые вопросы касательно юридической части вашего бизнеса 24/7. Цифровая бухгалтерия – это сопровождение полностью ваших финансовых каких-то вопросов касательно сдачи декларации и многое другое. Экспресс-программа ДМС от спутника Сагаз – это очень актуально тоже на данный момент. Это, грубо говоря, это ДМС, который предоставляет наш банк совместно со страхованием Сагаз. Мультисервис «Забота о сотрудниках». Онлайн-сервис помощи сотрудникам компании, где требуется профессиональная юридическая поддержка, например, как юридическая консультация, предоставление шаблона документов, налоговый вычет под ключ. То есть, если есть ипотека у ваших сотрудников, это очень затратно и очень много времени съедает, и не всегда сотрудники могут сфокусироваться на работе. Так как есть все-таки житейские вопросы, то мультисервис «Забота о сотрудниках» – это отличный продукт, который помогает экономить время для ваших сотрудников. Корпоративный психолог – это сервис психологической поддержки, консультации по здоровому образу жизни. Это совершенно новый продукт, тоже очень актуальный. Все мы люди, все мы нервничаем, все мы все мы перенагреваемся. И чтобы этого не случалось на рабочем месте, и чтобы работодатель максимально получал от сотрудника выполнение всех задач на 100%, вот этот продукт очень поможет. Регистрация товарного знака. Это касаемо торов. Если вы придумали какой-то свой бизнес и хотите запатентовать какой-то свой продукт, либо товарный знак, этот сервис отлично поможет вам в этом. У меня все. Наши контакты вы можете получить также с раздаточных материалов, также обратиться в офис продаж Октябрьская, 3. У меня все. Да. Терминалы эквайринга, они покупаются или даются в аренду? По эквайрингу они не в аренду, они предоставляются абсолютно бесплатно. Банк предоставляет не только терминалы, но и сим-карты. В зависимости от того, что нужно вам, например, если у вас есть своя Wi-Fi сеть, и вам было бы удобно работать по Wi-Fi, мы вам можем предоставить терминалы по Wi-Fi. Если вы хотите выездной сервис, то есть как на доставку работать, мы можем вам предоставить полностью дистанционные терминалы на сим-карте. Сим-карту банк предоставляет тоже сам. Никакой ежемесячной платы не взимается. Угу. Есть льготная, все зависит от вашей сферы деятельности. 1,7. Все, спасибо большое Роману Евгеньевичу за подробный рассказ по продуктам компании, банка ВТБ. ВТБ недавно запустил хороший бизнес онлайн, да, мы этим пользуемся. Я даже ни у кого не спрашивал, где нажать, что нажать, как-то все интуитивно все идет. Очень рады, активно пользуемся именно вашим сервисом. Поэтому бизнесу тоже рекомендуем при открытии расчетного счета подключиться к бизнес онлайну, и вести свои расчеты с компьютера стационарного. Можно даже с телефона, сидя здесь, можно оплатить нужные платежные поручения. По комиссиям тоже очень адекватные цены. Поэтому большое спасибо. Пойдемте дальше. Перейдем к компании, кооперативу «Аргоскредит». Мы с «Аргоскредитом», между «Аргоскредитом» и Фондом развития предпринимательства заключили соглашение. И заключив соглашение, мы уже на сегодняшний день 3 предприятиям предоставили поручительство
Эта компания тоже динамично развивается на рынке по предоставлению займа. Здесь Федорова Лариса Владимировна, производственный директор, и Алексеева Клавдия Гаврилина, руководитель отдела продаж. Здравствуйте, коллеги. Лариса Владимировна отсутствует. Меня зовут Клавдия, руководитель отдела продаж. В этом году мы с Фондом развития предпринимательства заключили договор и начали уже работать вместе. А так у нас Аргоскредит работает с 2008 года. Обслуживает клиентов. Нашими пайщиками являются население Республики Саха-Якутия, физлица, юрлица и индивидуальные предприниматели. Аргоскредит занимается привлечением сбережений и выдачей займов. Займы выдаем не только физлицам, но и юрлицам. Как и в Алмаз Кредит Сервисе у нас займы аннуитетные, дифференцированные, также индивидуальный подход и условия похожие, но у нас есть еще льготный период. Контакты наши можно найти в 2 ГИС. На Амосова 18 на 3-м этаже есть офис, второй офис на Аюнского 4 тоже на 3-м этаже. Будем рады вас встретить в наших офисах. А вот субъектов малого и среднего предпринимательства вот сколько кредитуют? Я помню, что Аргоскредит начинал с предоставлением займов физическим лицам, да? Но вот последние годы и в прошлом году начали уже рекламные материалы, предоставляем займы до 50 миллионов. Я как-то сперва не поверил масштабам вашей деятельности в сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, когда вот начали уже сотрудничать тесно, там уже большими суммами наши предприниматели начали получать именно по государственным контрактам. Вот хотелось бы узнать, вот, с какого периода начинаете работать с субъектами малого и среднего предпринимательства и вот, с какого момента у вас вот, по суммы выдачи увеличились? Работаем уже, с малым бизнесом мы работаем давно, по идее. Суммы выдавали чуть поменьше, но с прошлого года уже увеличили портфель займов и уже выдаем уже до 50 тысяч, 50 миллионов. Но, конечно, с залогом, с поручительством. И можем рассмотреть индивидуальный каждый подход. Ну да, мы на деле почувствовали, что Аргоскредит тоже может выдавать большие кредиты до 50 миллионов. Максимально у вас 100, да, было или 50 было? Максимальная сумма займа? Максимальная сумма займа сейчас до 50 миллионов. Да, это тоже хорошие деньги на самом деле, да, то есть наши предприятия тоже в кредитных учреждениях в среднем ищут такие суммы для исполнения своих контрактов. В основном сфера, скорее всего, строительства охотно берут большие суммы. Строительство, дорожники. Большое спасибо. Аргоскредиту тоже пожелаем удачи. Да. В зависимости от программы и от суммы займа, 3-5%. А паевой износ могут обратно получить после закрытия займа? Взносы у нас, по идее, 3 взноса. Вступительный взнос 1200. Членский взнос – это 3% от суммы займа, это идет на резервный фонд, и добровольный паевой взнос 5 или 7%, он возвращаемый при полном погашении займа. Понятно. Еще есть вопрос? Вроде нет, да? Пойдемте дальше. Слово предоставим нашему региональному банку Алмаз-Эргенбанк. Представляет сегодня наш региональный Алмаз-Эргенбанк, директор департамента корпоративного бизнеса, управления развития несырьевого сектора экономики Спиридонов Егор Петрович, вновь недавно назначенный директор корпоративного бизнеса. Коллеги, партнеры, друзья,
партнеры, которые видят трансляцию, всех приветствую. Позвольте сначала поблагодарить наших друзей и партнеров фонда, что пригласили в этот круглый стол. И, во-вторых, хочу поздравить от имени Алмаз-Эргенбанка с наступающим праздником предпринимательства. Я убежден, что предприниматели – это люди, которые развивают и двигают нашу экономику. Всех поздравляю. И позвольте представить наши продукты. Так. Деньги для бизнеса, кредиты и гарантии от Алмаз-Эргенбанка. В первом слайде мы хотели бы показать наш такой популярный продукт для как раз микро-малые очень пользуются этим. Экспресс-кредит для МСП. Без залога на любые цели. Ставка здесь варьируется от 17 до 19% годовых. Сумма до 10 миллионов и срок до 7 лет. Основные требования к заемщику – это должен быть субъект МСП, гражданство РФ. Срок ведения бизнеса здесь от сезонности, если есть сезонность, то не менее 2 лет, при отсутствии сезонности не менее 1 года. Залог может потребоваться, если сумма от 5 миллионов и выше. Здесь коллеги от фонда также могут поручиться. Здесь также можем рассмотреть твердый залог движимое и недвижимое имущество. Продукт на развитие бизнеса также идет на любые цели. Ставка идет от 13,75%. Сумма индивидуальна, срок до 7 лет. Здесь также залог идет твердый залог приобретаемого имущества, если покупается оборудование, либо транспортное, либо спецтехника, залог зданий, залог автотранспорта и залог ТМЦ. Овердрафт. Овердрафт также у нас сумма минимальная идет от 100 тысяч, срок до 1 года, ставка варьируется от 13,75%. Овердрафт очень часто пользуются, и здесь на самом деле очень быстро можем рассмотреть. Заявку может подавать через дистанционное банковское обслуживание. Также есть у нас по федеральной программе льготное кредитование субъектов агропромышленного комплекса на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств. Ставка здесь составляет 5%, сумма может достичь до 500 миллионов, срок до 15 лет. Основные требования к заемщику получается это ведение бизнеса не менее 12 месяцев, подтвержденный опыт работы в сельхозсфере за последние 12 месяцев, безубыточная деятельность и наличие открытого расчетного счета в банке. Залог также можем принять предлагаемое твердый, движимое и недвижимое имущество. Так, льготный кредит субъектам МСП – это в рамках постановления 1764. Ставка здесь идет 10,25% годовых. Сумма может достичь до 1 миллиарда, срок до 7 лет. Целевое назначение – это в основном бывает пополнение оборотных средств, инвестиционные цели и финансирование кредитов. Здесь также можем рассмотреть предлагаемые залоги, также можем рассмотреть поручительство нашего фонда. Льготный кредит, основные приоритетные отрасли, здесь перечень имеется. Помимо этого еще есть у нас льготный кредит микропредприятиям, где у нас ставка идет 11 годовых, сумма может достичь до 10 миллионов и срок до 3 лет. Обязательное обеспечение – это поручительство бенефициаров. И если сумма достигает от 5 миллионов до 10, то также твердый залог и поручительство гарантийного фонда. Есть у нас новый продукт под названием «Старт». Это так называемый SPV-компаний.
которые ведение бизнеса до 12 месяцев. Эта ставка может достичь от 13,75%, сумма индивидуальная и срок до 5 лет. Целевое назначение может быть инвестцели и пополнение оборотных средств. Так, буквально уже 1,5 месяца, ну, почти месяц получается, уже работает у нас кредит под 3 годовых. Так называемый революционный продукт в нашем регионе, она по ставке идет 3 годовых, сумма может достичь до 1 миллиона, срок до 1 года. Кредит без залога, кредит для микропредприятий, индивидуальных предпринимателей, и срок рассмотрения здесь идет до 3 дней. Целевое назначение любое, может снятие наличными до 100%, и также можно перевести на физлицо до 1 миллиона. Требования к заемщику – это принадлежность к индивидуальным предпринимателям микропредприятия, гражданство и регистрация на территории РФ, возраст до 65 лет для ИП, и срок ведения бизнеса не менее 24 месяцев. Без залога и поручительства. Основные условия – это получается в зависимости от суммы кредита. Пакет расчетно-кассового обслуживания бизнес-кредит стоимостью 5000 рублей в месяц на срок действия кредитного договора. И также внизу представлены комбинации, ковенансы, которые требуется исполнить в течение срока кредитного договора. Экспресс-гарантия для субъектов МСП. Ставка здесь идет от 3%. Сумма от 100 тысяч до 10 миллионов, срок до 2 лет. Обычно целевое назначение бывает в рамках 44-го, 1023-го ФЗ. Также здесь добавлю то, что можно рассмотреть по договору поставки, договору подряда, оформленным типовым Гражданским кодексом РФ. Также на обеспечение участия, это так называемые тендерные гарантии. Здесь до 5 миллионов без залога, и от 5 до 10 миллионов требуется также твердый залог и поручительство фонда. Также есть у нас банковская гарантия, здесь уже несколько их целевых назначений. Оказание услуг, выполнение работ по капитальному ремонту, это может быть исполнение гарантийных обязательств, которые достигают до 6 лет, пользу налоговых органов РФ и на возврат авансов платежа. Плюс еще 44 и 223 ФЗ. Здесь хотел бы сказать то, что на самом деле по региону у нас очень много программ реализуется. Наш регион является в Дальнем Востоке рекордсменом по освоению, по исполнению программы НАС-проектов. Алмаз-Регионбанк по реализации НАС-проектов очень хорошо представлена. По региону мы имеем хорошую долю. Это может быть и программа переселения, это может быть программа демография, образования, строительство школ, строительство социальных объектов и также строительство региональных и федеральных дорог. Расчетно-кассовое обслуживание. Здесь представили 3 продукта наших. Первое – это называемая ноль, компании, которые SPV-компании, которые имеют регистрацию до 6 месяцев. Стоимость подписки первые 2 месяца бесплатно идет, потом уже для них уже 0 месяцев идет бесплатно. То есть второй продукт – это у нас Light для любого бизнеса. Платежи внутри банка будут бесплатные, также платежи в другие банки 20 бесплатных платежей. Стоимость подписки первые 2 месяца идет бесплатно, потом уже 1000 рублей в месяц. Продукт цифра – это в основном для микро и малого бизнеса. Платежи внутри банка бесплатно, потом также идет все платежи в другие банки, засроченные платежи 0 рублей. Стоимость подписки первые 2 месяца бесплатно, потом уже 2500 рублей в месяц. Буквально в этом месяце мы запустили акцию «Эквари 0%». Акция действует до конца мая. В основном это для действующих клиентов, которые уже имеют эквайринг.
Эквайринг для новых клиентов 0% первые 2 месяца только идет. Первые 2 месяца ставка 0% для новых клиентов. Далее, согласно виду деятельности, уже 1,65% или 1,9%. Для партнеров программы «Лояльность своей» с подключенным зарплатным проектом тариф будет 1% и 1,5% независимо от вида деятельности. По истечении акций предусмотрена арендная плата за терминал, это 1000 рублей. В случае, если оборот по нему в месяц будет меньше 60 тысяч рублей. Торговый эквайринг, это через терминалы. Здесь мы прописали основные отрасли и направления, где первый идет у нас 1,65, и все, которые не попали в этот перечень, у них тариф будет 1,9%. У меня все. Всем спасибо. Если есть вопросы, готов ответить. Большое спасибо. Есть слово у Ирины Анатольевны. Да. Это, скорее всего, про торговлю, да? Идет речь. Да, я понял вопрос. Спасибо за вопрос, Ирина Анатольевна. На самом деле, да, все мы знаем 22 год. Он был непростой. И в том числе и для банков, в том числе в первую очередь это касалось бизнеса. Совместно правительством Республики Саха-Якутия, Алмаз-Эргенбанк создали и запустили региональную программу, называемую «Быстрые миры». Эта ставка была 8 годовых. Программа успешно прошла, сейчас она закончилась. Сказать то, что она будет продлена, сейчас пока не готов ответить, потому что очень много зависит от руководства банка и в целом будем ли продолжать эту программу. Но очень надеемся, то, что будут приняты правильные решения, и также будем создавать и продолжать такие региональные меры поддержки нашему бизнесу. Будем надеяться. По итогам года, вот какое процентное соотношение выдачи кредитов у вас через Алмаз-Эргенбанк прошло, именно если взять совокупный портфель Республики Саха-Якутия? Есть такие данные? Так, в совокупности у нас, если посмотреть по итогам 2022 года, я скажу сейчас по направлениям, основные направления, которые у нас есть. Алмаз-Эргенбанк на самом деле очень давно именно не приоритет, а очень много по социальному ответственности, по социальным объектам. То, что я ранее сказал, по нас проектам очень много уделяет время, уделяет именно приоритетности по нашим предпринимателям и уделяет время по реализации именно таких программ. По строительству у нас по итогам 2022 года составляет доля 32%. По торговле у нас доля составляет 29%. По сельхоз направлению и АПК у нас доля составляет 20%. В целом и есть прочие, по которым есть разные виды. Там услуги, ресторанные и прочие виды деятельности. По ним уже у нас доля идет менее 15%. Общую я не помню, но по общему у нас порядка где-то до 20%. Наверное. Но это очень хорошо для регионального банка на самом деле, если взять в городе Якутске, сколько присутствует федеральных банков, поэтому на самом деле очень хорошие показатели, и мы очень ждем тесной связи именно по двум продуктам, старт и до 10 миллионов за короткий промежуток времени одобрения. Мы готовы поддержать наших субъектов малого и среднего предпринимательства в части залогового обеспечения, предоставив нужное поручительство. Что мы делаем на сегодняшний день со Сбербанком. Да, спасибо коллегам, спасибо партнерам еще раз. Спасибо. Большое спасибо Егору Петровичу. И закрывающее выступление.
Евловская Юлия Валерьевна, директор малого бизнеса города Якутска, ДОО Якутский Альфа-банк. На самом деле я был приятно удивлен. Сперва поехал на Ленина 1, 11, зашел, не зашел, там даже было закрыто. Офис переехал в Тюгис. Да, в Тюгис оно было не обновлено. Потом я позвонил знакомым сотрудникам, которые там работают. Сказали, мы находимся где вот Азимут. Захожу, и там как будто я зашел в ресторан. Там ничего нету, и даже сотрудников нету. Мне сказали, официант подошел, говорит, присядьте, сейчас к вам вместо меню там сотрудник придет с ноутбуком. Пришел, решил свой вопрос, ничего не распечатали, как-то мы все это через телефон, смс-кой все подписали. Ну и, конечно, это было закрытие лицевого счета, но я это сделал и ушел как-то удивленным. Поэтому вам слово. Добрый день, меня зовут Евловская Юлия Валерьевна, я директор малого бизнеса компании Альфа-банк. Как сказали, что банк переехал, да, мы закрыли 2 своих филиала. У нас сейчас один новый филиал на проспекте Ленина 24, это левое крыло отеля «Азимут». Это умный офис, безбумажный банк полностью, мы не распечатываем никакие бумажки, у нас нет проводов, соответственно, все компьютеры – это ноутбуки, сотрудники видят клиента, когда клиент заходит в отделение, у нас фотографирует камера и без талонов даже, подходит к каждому клиенту и знают, по какому вопросу обращается клиент. Вот, опережаем и знаем, что хочет клиент сделать. Я сейчас передам слово Богдану, потому что он будет рассказывать про наши продукты. Вот. Поэтому с праздником предпринимателей наступающим, и рада, что вы нас пригласили. Богдан, тебе слово. Хорошо. Всем добрый день. Меня зовут Дмитрий Богдан. Я начальник отдела привлечения в Альфа-банке. Сегодня я расскажу вам про продукты в Альфа-банке, кредитные продукты. С чего начнем? Это кредит на бизнес-цели. Классическое кредитование, целевой кредит выдается на развитие бизнеса. Сумма до 30 миллионов, до 20 миллионов можем рассмотреть без финанализа и без залога. Выдача возможна даже в день обращения клиента. Процентная ставка идет от 12,5%. Также работаем с госпрограммами. По бизнес-кредиту можем выдать под ставку 10,25 годовых. Форма предоставления на счет Альфа-банка выдается на пополнение оборотных средств до 36 месяцев, также на инвестиционные цели до 60 месяцев. График погашения дифференцированный, поручительство для ИП не требуется, для юрлица поручителем выступает фактически владелец бизнеса. Также у нас есть бизнес-кредит с залогом. Это кредитование на бизнес-цели с залоговым обеспечением. Сумма уже идет до 150 миллионов. Процентная ставка идет ниже, чем по кредитованию без залога, составляет от 10,5%. Также идет целевое использование на пополнение оборотных средств, также на инвестиционные цели. График погашения дифференцированный, также возможен выбор индивидуального графика, допустим, для бизнеса, который ведет сезонный вид деятельности. Поручительство также для ИП не требуется, для юрлица, соответственно, вступает владелец бизнеса. Также есть продукт «Возобновляемая кредитная линия», выдается на пополнение оборотных средств, лимит кредитования до 30 миллионов, процентная ставка от 14,4. Выдается на 18 месяцев, в течение 12 месяцев клиент может пользоваться кредитным лимитом, беря транши. Максимальный срок транша 6 месяцев. В чем преимущество данного продукта? Клиент не платит ни за выдачу данной кредитной линии, не платит за неиспользованный лимит, то есть может использовать, грубо говоря, даже как запасной кошелек. Деньги понадобились, клиент взял для отсутствия кассового разрыва. Также у нас есть бизнес-ипотека. Финансирование идет до 150 миллионов, процентная ставка от 10,5%. Залогом выступает объект, который покупается в бизнес-ипотеку. Требуется первоначальный взнос 15%, либо дополнительный залог. Если, допустим, у клиента есть какое-то имущество, он может представить его в залог. Также у нас есть программа «Деньги на дело».
В чем преимущество данного кредитования? Это идет кредит залогом, предоставляется всем клиентам, независимо от срока ведения бизнеса, независимости от рейтинга. Он идет до 50 миллионов. Допустим, если у клиента были когда-то негативы, он все равно может воспользоваться кредитным решением при наличии залога. Ставка идет фиксированная 17,5. До 10 лет предоставляем при залоге недвижимости, до 5 лет при залоге автомобиля. Кредитная карта для бизнеса. Тоже нету ни обслуживания, ни условия срока ведения бизнеса. То есть клиент может зарегистрировать свой бизнес и сразу воспользоваться данным продуктом. Лимит по карте идет до 1 миллиона. Процентная ставка от 24. В чем преимущество еще данного продукта, что клиент может оплачивать через расчетный счет платежки через данную карту. Не обязательно он должен оплачивать физически. Грейс-период идет 60 дней. Сама кредитная карта выдается на 36 месяцев. Также представлен продукт факторинг. Представляет собой переуступку либо продажу долга. Это для клиентов, которые работают с отсрочкой платежа. Работаем с каждым клиентом индивидуально, можем подобрать максимально выгодные условия. Требования к дебиторам: существование более года, отсутствие каких-то негативов и просрочек перед бюджетом, отсутствие убытков, то есть компания должна из года в год показывать прибыль, положительное значение чистых активов. Не работаем с высокорискованными видами деятельности, это лизинговые компании, автодилеры, металлотрейды, зернотрейды, нефтетрейды, торговые электротовары, финансовые компании, строительные сервисные компании и реклама. Вот, также представлена электронная банковская гарантия. Существуют различные программы. До 50 миллионов можем рассмотреть по быстрой программе, то есть закрепляется менеджер, и что позволяет решить вопрос максимально оперативно. Вот, также работаем с инструментами. Допустим, запустили пилот по ковенантам, по которым клиент может снизить процентную ставку по залоговому кредитованию, подключив дополнительные продукты. Также запустили пилот для клиентов сегмента 350-500 миллионов выручки в год. Это наша ставка лучше. По возобновляемой кредитной линии предлагаем ставку 15,5. Вот, также запустили пилот кредитования с страховкой. У нас по другим продуктам нет обязательного страхования кредита, но при подключении страховки снижается процентная ставка. Также работаем по программе 1764 плюс рефинансирование. Там идет ставка 10,25. Клиент может рефинансировать свой действующий кредит под более высокую ставку. У меня все, спасибо. Большое спасибо. Я где-то там увидел дифференцированное, аннуитетное, еще какое-то слово. Может, немножко по нему рассказать? По возобновляемой кредитной линии также существует буллитный график платежей. При выборе клиентом буллитного графика платежа весь срок транша, допустим, 5 месяцев, клиент оплачивает только проценты за пользование, на последний месяц он закрывает весь долг, что позволяет клиенту не тратить на ежемесячный платеж, он оплачивает только процент. Спасибо большое. Есть вопросы у коллег? Все верно. Комиссия никакой не взимается. То есть, если клиент... Да. Если клиент даже не воспользовался за весь срок кредитной линии, он не платит никакой комиссии, ничего не оплачивает. Никак не сказывается. Ковенант по возобновляемой кредитной нет. То есть это продукт может выступать как запасной кошелек, опять же. Если клиенту понадобилось, он воспользовался, на сумму, которую воспользовался, он платит процент. Если клиент не воспользовался, он ничего не платит. Ни за выдачу, ни за неизрасходные лимиты. По возобновляемой кредитной линии до 30 миллионов.
Все, большое спасибо. На сегодняшний день вот по программе круглого стола все выступающие выступили. Обращаемся для наших субъектов малого и среднего предпринимательства. Будет запись, мы их разместим, распространим. Хотелось бы, конечно, когда вот видео сделать, на какой минуте какие банки выступают. Ну, тоже для удобства. То есть мы где-то здесь проработали 2 часа, и предпринимателю, наверное, тяжко будет сидеть 2 часа про наши презентации и условия. То есть мы на сегодняшний день, я думаю, добились 2 цели и задачи. Первое – это проинформировали наших субъектов малого и среднего предпринимательства. Оно будет в течение года где-то размещаться и могут посмотреть. И второе, конечно, вот посмотрев у друг друга, да, конкуренты, партнеры, ну как скажем, да, мы увидели, у кого какие условия, и как-то немножко замотивированы. Кто-то по займам, кто-то по кредитам, кто-то по РКО, поэтому вторая цель и задача, я думаю, тоже достигнута на высоком уровне. И хотелось бы всех поблагодарить за участие в нашем круглом столе под названием, под лозунгом «Деньги для бизнеса». Желаем всем крепкого здоровья, развития, чтобы ваши клиенты были самыми хорошими, платежеспособными и благодарными. Всех с Днем предпринимательства Российской Федерации. Всем спасибо. До свидания.